НИИ – исторический комплекс с множеством архитектурных объектов, 4 боевые башни, 1 полубоевая и 13 полуразрушенных жилых, также 2 столпообразных святилища и 14 склеповых могильников. Некогда это был жилой квартал, входивший в село Гули, что в Джайракском районе. Еще в прошлом году благотворительный фонд «Сафмар» Микаила Гуцериева выделил средства на его реконструкцию, в результате чего 6 башен удалось спасти от разрушения. Они были восстановлены в первозданном виде. Как известно, на этом помощь основателя «Сафмар» не прекратилась. Финансирование продолжается, а это значит, что и работа по спасению оставшихся сооружений комплекса тоже. В этом году у нас здесь проводятся работы по еще 6 объектам. Работаем только второй день, потому что были дожди. И это такое самое дождливое место у нас в горах. Еще одна огромная проблема здесь у нас вот от этого перегноя. Как только дождь пройдет, буквально проваливаешься вот в этом перегное, и перемещаться с места на место или переносить материал, и особенно камень переносить вручную, просто вот в сырую погоду невозможно. Ни погода, ни повод для остановки работы. Реставраторы в данное время очищают несущие стены многовековых башен от всех видов загрязнений. Это довольно-таки сложный и трудоемкий процесс, требующий максимальной концентрации и бережного обращения с камнями, потерявшими былую прочность из-за различных внешних нагрузок, климатических и атмосферных воздействий. А своей главной задачей специалисты при этом считают достижение прочностных параметров камня, близких к изначальным. Полностью очистить жилище. Епен полностью разобрать, да, со слабой помощью. Иначе это по буску бибиш. Ахки жир, емел бохер хабах пиш бы, потом заново выровнять и начнем делать кладку. Башенный, или как еще его называют, замковый комплекс НИИ – это ансамбль нескольких десяток строений. Меньшая часть из них ранее имела боевое назначение, а большая – жилое. Последних было 13. Сегодня именно они находятся в наиболее разрушенном, тогда как стрельчатые башни со ступенчатыми крышами сохранились на удивление отлично. Камень, который лежит в перегное, он как бы временем портится, потому что выделяется аммиачная вот эта кислота, и эта кислота поедает камень, появляется грибок, и он теряет силу свою. И как можно быстрее его надо вытащить с этой среды и положить в стену, в сухое место, чтобы он как бы лежал еще столько же, сколько он, допустим, лежал в этих стенах. План реставрационных работ в НИИ разработала одна из ведущих архитектурных компаний Санкт-Петербурга. Перед проектированием было сделано лазерное сканирование башен, обследование общего конструктивного состояния кладки, а также проведен отбор различных проб. У нас уже отработана методика на определенный раствор, близкий к историческому. И, соответственно, подрядчик, который, по крайней мере, сейчас работает на НИИ, он ознакомлен с методикой этой, она утверждена в Комитете по охране памятников республики, и, соответственно, он придерживается именно методики этой. Каменные башни, которые строились в средние века на склонах гор Ингушетии в качестве домов и для защиты от нападения врагов, сегодня главная достопримечательность нашего региона. То, как раньше ингуши, горцы отбирали место для строительства башен, отбирали камень для строительства башен, строили эти огромные башни боевых, по сути, без фундаментов. И несмотря на сейсмику, они продолжают стоять. Вот это, конечно, удивительно. Естественно, эти уникальные строения, их нужно спасать и сохранять. Благотворительный фонд «Сафмар» в рамках договоренности с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым оказывает финансовую помощь для восстановления и ряда других крупных башенных комплексов Джайракского района. В программу сохранения и развития горной части региона также входит капитальный ремонт единственного круглогодичного детского лагеря Эрзи, строительство туристических остановок и зон отдыха, гостиниц и ресторанов. Напомним, что помимо НИИ в настоящее время масштабная реконструкция охвачены башни в поселениях Морч и Харп. Главное не время, а качество проводимой работы. Именно такая задача поставлена фондом «Сафмар». Ведь главная цель – сохранить историческое архитектурное наследие ингушского народа. Малика Измайлова, Хамзат Халухоев, Новости 24.